Так, приветствую всех, приветствую тебя, Влад. А, Спасибо, Добрый что, вечер. спасибо, Слава что Украине. согласился ответить на вопросы. Так как мне очень важно, я тебя ассоциирую для себя как индикатором настоящей, живой, имеется в виду, русской, российской оппозиции. И поэтому хочу тебе задать один вопрос, который очень важен для нас. И сколыхнул чеченское общество, и не только, как я уже замечаю, чеченско-украинское общество. Ну, немножко он коснулся и российского общества. И в целом в мире начали говорить. А в частности, я говорю о признании оккупированной Чеченской республики Ичкерия. Там так и написано о признании оккупации Российской Федерации Чеченской Республики Ичкерия и геноцид чеченского народа. Также Верховная Рада отправила международные институты признать также оккупированную Чеченскую Республику Ичкерия и геноцид, совершенный Россией над чеченским народом. И в связи с этим у меня возникли некоторые вопросы, Влад. Мы с тобой давно собирались, должны были поговорить, но вот как-то не получалось, а сейчас повод очень важный. Украинские, сейчас одну минутку, украинская пресса, прямо когда открываешь Google, там написано, Украина признала, украинские СМИ пишут, Украина признала там геноцид и так далее, оккупацию. Российская пресса же, Медуза, оппозиционная так называемая, и Deutsche Welle на русском языке, ну это прям есть, я выложил этот скриншот у себя и в YouTube, и в Facebook. Они пишут «объявила». Украина объявила Чеченскую республику оккупированной. Вот это слово «признала», как будто с одной методички пишут и «Медуза», и Deutsche Welle на русском языке. И россиянцы не очень рады этому, абсолютно что-то я не вижу, ну, кроме наших друзей, ну, кроме наших товарищей, единомышленников. А остальные так называемые оппозиционеры ничего не говорят. Что ты думаешь по этому поводу? И расскажи вообще, как дела обстоят в русской оппозиции, в российской оппозиции. Ну, я бы не стал себя относить к русской оппозиции, когда я еще был в Петербурге, я и Ольга Смирнова говорили, вот нас, если оппозиция считает так и так, то нас не нужно относить к этой самой русско-российской оппозиции, мы как бы отдельно. Мгм. Вот. И тогда, допустим, когда Навального олицетворяли, выдвигали, или самовыдвинувшийся или самопровозглашенный лидер этой оппозиции, мы говорили, что вот мы против Путина и против Навального, нас не надо относить к этой русской оппозиции. Но если уж говорить обо мне как о противнике режима, да, я противник режима. И насчет признания Чеченской республики Ичкерия оккупированной территории, мы же говорили на прошлом эфире с тобой в августе месяце как раз вот о том, что я предлагал, чтобы Украина признала независимость Чеченской республики Ичкерия. То есть, в принципе, я отношусь положительно к этому признанию. Более того, я считаю, оно недостаточно, если Чеченская республика Ичкерия признана только оккупированной территорией, только геноцид признан, нужно признание независимости Чеченской республики Ичкерия, соответственно, с открытием соответствующих представительств. Ну, пока в изгнании, что касается Чеченской республики Ичкерия. Ну, это фактически означает о признании, раз речь идет и пояснение идет, что Чеченская республика вышла из СССР в 91 году, ну, пояснительная к этому закону идет такая пояснительная запись. И фактически это означает о признании. И, видимо, потому что сейчас речь не может идти о открытии посольства Украины в Чеченской республике Ичкерия, то, ну, как бы по факту признается просто оккупировано. И речь идет именно об Ичкерии, что очень важно, и слово Ичкерия упоминается, и речь идет об оккупации Россией. Поэтому здесь как бы все предельно ясно, но российские СМИ пытаются как-то сгладить этот случай, это признание, и пытаются то назвать это объявлением независимости, оккупации,
что вот не было прямого признания. Как сказал Джохар Дудаев, Чеченская республика Ичкерия независимая, навеки вечная, и больше нам никого ничего не нужно. Кроме вот, установления дипломатических отношений, которые обязательно установятся после деоккупации. Как относятся к этому россияне внутри России? Твое мнение, в принципе, я и так знаю очень хорошо. А как вообще оппозиция или же антирежимные твои соратники? Знаете, знаешь, вот как там внутри России относятся, я достоверно сказать не могу, потому что я нахожусь вне России. Тем не менее, мне кажется, я не слышал вот каких-то ни сугубо положительных, ни сугубо отрицательных отзывов. То есть такое впечатление, что все находятся в недоумении, как на это реагировать, Мгм. потому что сейчас и вот в чем я не согласен с основной, так сказать, с основной массой вот этих самых оппозиционеров, которых ты называешь оппозиционерами, Мгм. это то, что они не мыслят постпутинскую Россию вне границ 1991 года. А на самом деле, именно это и стало отправной точкой вот того, что мы видим сегодня. Войну против Украины, фактически против всего цивилизованного мира. Это отправная точка, это Чеченская война, Первая Чеченская война, когда вместо того, чтобы согласиться с тем, что Чеченская республика Ичкерия – это независимое, суверенное государство, признать его независимость, Ельцин и его демократическая Россия, ну, она тогда действительно была демократической, начала войну, начала бомбежки Грозного, Джахар-Калы, как сейчас это называется, ну, как назвали чеченцы. И Ельцин говорил, что вот если мы дадим независимость Ичкерии, то все остальные тоже пойдут вслед за ней. Ну, во-первых, это не соответствует тому, что он говорил в 90-м году сам, что берите суверенитета столько, сколько пожелаете. Во-вторых, кто ему сказал, что все остальные сделали бы точно так же? Ну, это элементарная человеческая психология. Не все делают то, что делают другие. Делают в соответствии со своими нуждами и потребностями. Вот Чеченская республика Ичкерия провозгласила независимость, нужно было ее признать. Какая-нибудь, не будем называть, какая-нибудь область, ну, я не буду называть конкретно, скажем так, Чересполосная область, Чересполосная республика, не захотела бы провозглашать независимость, осталась бы. И на тот момент только две республики в составе Российской Федерации реально стремились к независимости. Это Ичкерия и Татарстан. Поэтому вот этот ложный посыл, что все последуют, все развалится, он привел и к началу Первой Абсолютно Чеченской согласен. войны. Влад, ты обрати внимание, что сейчас тоже этот нарратив начал появляться, что вот если сейчас что-то произойдет, даже если Крым отпустят, вся Россия развалится и так далее, и так далее. Крым, да Крым вообще не надо было туда приходить. Никто Путина в Крым не звал, кроме Да и кучки в Чичкерию тоже. сепаратистов. И я, Влад, а как да, обстановка? Вот я знаю, что ты состоишь или состоял вот в форуме «Свободная Россия», так называемой, в которой нас отфутболили и не захотели с нами разговаривать. А как они на эту реакцию, их реакция какова на это? ну, никакой реакции на самом деле нет. Очень Никакой показательно, реакции нет. кстати. Кадыров тоже Да. молчит. Э, Просто, ну, это, я думаю, что там разрыв мозга такой происходит, потому что они же все время говорили, мы за Украину, мы за поставки оружия Украине. Тем не менее, на Конгрессе Свободной России никаких конкретных шагов, никаких даже резолюций, деклараций не было принято. Ну хорошо, и Каспаров, и Невзлин, и Тютрин, они все говорят очень хорошие слова о помощи Украине, о том, что Российская Федерация там, это вообще делает очень плохие вещи. Но вот конкретный шаг, это признание независимости Чеченской Республики Ичкерии, все молчат. Ну, может быть,
предстоящей антивоенной конференции, она назначена на 30 ноября, 1 декабря, может быть, что-то они сообразят. Ну, моя позиция такова, что независимость должны получить все народы, которые того захотят. Ну, выталкивать никого, конечно, не надо насильно. Кто захочет, должны получить ее. И я не вижу ничего плохого в том, чтобы и русских национальных государств было не одно, а несколько. Как ты это представляешь? И, например, какие? Ну, Дальневосточная например, республика? например, вот, ну, я не буду, как вот форум народов пост России, они уже разделили все, так сказать, по каким-то по республикам, там, по областям, по краям. Как сложится? Как сложится? Там Ингрия, да, Дальневосточная республика, Якутия, ну, Якутия, это национальная республика. Арабский халифат, когда разваливался, мы знали, что там точно будет? Нет. Ну, сейчас 23 арабских государства. Никто не говорит о том, что самый большой разделенный народ в мире нужно всех объединить. Не подсказывай, Влад. Кому? Арабам сейчас начнут. Арабам. Там слишком большие противоречия, слишком уже большое осознание в разных арабских государствах того, что они разные нации, поэтому я не думаю, что они последуют моему совету. Да, Влад, ну смотри, российско-чеченская война, которая фактически завершилась, ну или же продолжается, но уже под оккупацией Чеченской Республики Ичкерия, и с установлением своего режима гауляйтерского, который творит все, что угодно ФСБ и Кремлю, Украина признает оккупирован через 20 лет. Фактически, когда мы стали независимы в 1991 году, Украина этого не сделала. Первое это сделала Грузия, потом это делал Афганистан при правлении талибов. И тогда это казалось такой медвежьей услугой. Почему они этого не делали в 91-м, а сделали там, допустим, только в 2000 году, когда уже борьба с терроризмом и так далее, и нас, чеченцев, пытались к этому пристегнуть. Ну, так казалось, да, хотя мы благодарны всем, кто нас признавал и так далее. Сейчас, как ты думаешь, российская оппозиция сможет пойти по этому же пути и признать Чеченскую Республику Ичкерия? И могут ли другие страны в мире тоже нас начать признавать, ну, оккупированными? Нам не нужно пока дипломатических каких-то отношений, конечно, нам это нужно, но нам достаточно, что просто будет такая декларация или там на основании решения парламента, уже как закон, если признают нас народом, пережившим геноцид, и признают нашу страну оккупированной Россией. Есть ли вообще у нас такие шансы со стороны российской оппозиции и других стран, например, стран Балтии, США? Я думаю, что в странах Балтии больше шансов. Страны Балтии – это сами страны, которые только что выбрались из неволи, как и Украина, и они лучше понимают, что к чему. Со стороны США не знаю, там вот опять республиканцы, бывшая партия Рейгана, Маккейна, которая совершенно переродилась при Трампе, рвутся к власти, что там и как там, сложно сказать. Сложно сказать. В любом случае, Думаешь, думаешь, американцы это украинцы сделали без подсказки Америки признание оккупации Ичкерии? ну, я считаю, что да. Мгм. Потому что говорить как-то иначе – это повторять путинские нарративы про Вашингтонский обком, что Украине кто-то что-то диктует там и так далее. Да, но они-то повторяют это, но в любом случае мы понимаем, что США имеет очень большое сейчас влияние на Украину. Тем более без помощи Запада Украина, ну, по крайней мере, было бы очень тяжело вести войну. Намного тяжелее, чем сейчас. Смотри, вот я считаю, что этот шаг Украины был вызван тем, что Путин
скажем, аннексировал еще 4 области Украины. Для того, чтобы показать Путину, что это то же самое можно сделать и с его Российской Федерацией. Вот это был основной мотив, по-моему, у украинцев. И сейчас я считаю, что и чеченцам, чеченской миграции, и тем чеченцам, которые сражаются за Украину в Украине, ну и нам тоже нужно больше говорить именно о геноциде, именно об оккупации Чеченской Республики Ичкерии, чтобы это стало основным мотивом, а не просто показать, извините, дулю Путину в ответ на его аннексию Херсона, Запорожья, Донецка и Луганска. Вот это главное. И, понимаешь, поэтому, если, ну как, насчет российской оппозиции, ну вот им это нужно, им это нужно продавливать, потому что в основном российская оппозиция, она по-прежнему имперская. Я считаю, что они хотят просто путинизм без Путина, то есть вот то, что было в нулевых годах. И, может быть, для них стоит это продавливать как именно сначала, как ответ Украины на аннексию Херсона, Донецка, Луганска и Запорожья, Запорожской области. И все-таки подспудно все-таки давать вот этот нарратив о 300 тысячах уничтоженных чеченцах и об оккупации, о том, что то, что делал Ельцин в 1994 году, это оккупация. Это не защита суверенитета, конституционного строя, борьба против терроризма. Это оккупация. Вот. Но готовы они, будут они, Каспаров, там, кто там есть, Ходорковский, фашист откровенный, Каспаров, например, меня бегал от меня по всему этому форуму «Свободной России», чтобы не ответить на вопрос, дадут нам слово или нет. В конце концов, не дали нам слово, в конце концов, нас не пустили на следующий форум. И тогда после этого перестал Витаутас Ландсбергис приезжать туда, когда нас не увидел, обозвал, призвал не делать из этого паскудства, и больше я его там не видел. По крайней мере, по Ютубу, по интернету, чтобы он там присутствовал. Они не готовы, я так понимаю, Влад. Вообще, как у них? Я понимаю, что они хотят построить путинизм без Путина или оставить систему КГБ без Путина, а другого какого-нибудь КГБшника или агента КГБ поставить во главе России. Но мы опять вернемся к совку, опять же, никуда не уйдем. Может быть, будет оттепель, как при Ельцине. И опять вернемся. Вот у меня такое впечатление, что именно этого они не хотят, поскольку они очень трудно переносят какие-то иные мнения, даже насчет вот этого Конгресса Свободной России. Вот сейчас прошло чуть больше 1,5 месяцев, никто о нем не вспоминает. Они по-прежнему говорят, что это самое там выдающееся мероприятие, которое провела российская оппозиция там, и так далее. Это при том, что если говорить о российской оппозиции, если включать туда людей и из России, и из эмиграции, там было менее 10% представителей из России. В том числе и потому, что организаторы этого конгресса не озаботились тем, чтобы через Министерство иностранных дел Литвы оказать визовую поддержку тем, кто мог бы приехать из России. В тот час это было еще возможно. Сейчас не знаю. Смотри, с чеченцами, ладно, у нас особые отношения, даже вот этой либеральной, к нам особые отношения, к этой либеральной оппозиции. Любой человек в российской оппозиции, который что-то скажет хорошее в адрес чеченцев, уже автоматически не вызывает доверия в этой оппозиции, внутри оппозиции. Как относится к тому, что сейчас принудительная мобилизация, которая уже на постоянной основе идет, никакая она не частичная, и я не слышу от русской оппозиции каких-то призывов для борьбы, людей фактически отправляют на смерть. Ладно, не жалко украинцев, которых они будут убивать, но если люди заботятся о самих себе, там какой-то инстинкт самосохранения,
то призвать этих людей, Навального мы не слышим, ну, допустим, он в тюрьме, у него все тяжело, он может только там какие-то послания присылать, такие безобидные, но так серьезно революции призывать он не может. Почему русская оппозиция не делает таких призывов именно к угнетенному русскому народу, российскому народу, чтобы как-то Да. действовали? Смотри, ну вот тут это не совсем так. На самом деле, вот 21 сентября прошли достаточно внушительные митинги российских иммигрантов практически по всему миру. Я сам проводил подобный митинг в Вильнюсе и даже дал там 3 рецепта вот этим самым мобилизируемым. Первый рецепт – это никуда не ходить по этой повестке, Мгм. рвать их, бежать при первой возможности. Второй рецепт – это если уже, если уже призвали и оказался на территории Украины, сдаваться в плен украинским войскам. Ну и третий призыв, я об этом открыто говорил, что поворачивать оружие против своих командиров, против Путина. Да, ладно, но ты говорил, Но ну, существует, да, да, существует вот это вот, скажем так, зазор между теми, кто считают, между, опять-таки, самопровозглашенными лидерами этой российской оппозиции, российской эмиграции, и вот низовыми слоями. Да, там со стороны форума «Свободной России» было заявление по поводу этой мобилизации. Было, кстати, заявление еще в феврале, когда призывали игнорировать мобилизацию, возможно, если она будет. И не помню, было специальное заявление или нет, но действительно, да, каких-то четких призывов, попытки возглавить как-то это движение, ну, я не вижу. ну Ну, вот, кроме того, вот об этом и речь. то, что они сделали, вот смотри, то, что с Ильей Пономаревым. Илью Пономарева, единственный человек, который реально помогает Легиону Свободы России, значит, они его отлучили от Конгресса Свободной России, так как он выступает за насильственные методы и одобрил ликвидацию вот Дарьи Дугиной. Ну, так я тоже одобряю, я им прямо сказал, я тоже одобряю ликвидацию Дарьи Дугиной. И сейчас, когда Путин начал войну, ну, идет война, нельзя говорить только о мирном сопротивлении. Я всегда был сторонником именно и только мирного сопротивления, но сейчас, когда людей посылают на убой, когда людей заставляют становиться убийцами самими, и когда и быть убитыми, тут уже не может быть разговора только о мирном ненасильственном сопротивлении. Да, вот люди, которые разносят повестки, не нужно бегать от них, нужно подойти, порвать повестку, все их повестки бросить им в лицо. Неважно, посадят там на 5 суток и так далее. Ничего, всех не пересажают. Да никто же не хочет этого делать. Поджечь военкомат тоже, поджигайте военкоматы. Ничего страшного. Не Ясно. просто отказаться и сесть в тюрьму, на сколько-то лет, а еще и поджечь все эти архивы, все эти справки. Ну, отправлять Лучше будут, сесть в тюрьму за все вот это. да, конечно, Вот лучше, конечно, сесть сейчас, в тюрьму, согласен. да, но они мнутся, там еще вопрос не решен до конца, понимаешь, а, точно ли именно Россия во всем виновата, а не есть ли в чем-то и вина самой Украины. Вот там еще вот такие вопросы обсуждаются. Мгм. Ну, как бы, да, так обычно делается. В отношении нас тоже это было. Там возникают разные вопросы, разные темы забрасываются, чтобы, ну, хоть чем-то, ну, вот там, как обычно любят говорить, чем-то запятнать, сказать, вот там, американцы, вон, индейцев убивали, там у них рабство было, там, и так далее. Вспоминаются разные вещи, когда нужно конкретно ответить за свои какие-то проступки.
Ну, ты сейчас... Нет, Да. потом, мы живем в 21 веке, давайте подходить к оценкам с позиции 21 века, а не 17 или 18. Совершенно А верно. позиция 21 века, это осталось, в мире осталось две империи. Всего две империи. Все остальные распались, живут нормально. Первая – это Российская империя под названием Российская Федерация. Вторая – это Китайская империя. Сейчас мы находимся в процессе начала, ну не начала, вот распад Российской империи начался более 100 лет назад. Да. Сейчас мы находимся, скажем так, в приближении к заключительной фазе. Китай будет потом, тоже развалится. Хотя это больше внутренняя империя, чем внешняя. Согласен с тем, что нужно, что ты говоришь, что я слышал от тебя такие вещи, что ты каким-то методом борьбы призываешь. Я имел в виду всю оппозицию в целом, которая там очень вальяжна, очень важно пытается себя тут преподносить, оставаясь теми же имперцами, теми же агентами КГБ. И про того же Илью Пономарева я считаю, что это, конечно же, провокатор. И убийство Дарьи Дугиной, несмотря на то, что она сама была пропагандисткой, не просто главной дочерью пропагандистской, это убийство некомбатанта. И это как бы является очень плохую тень это может отбрасывать на борьбу Украины. И именно с этой целью, для того, чтобы отбрасывать плохую цель, выбрана именно вот эта жертва, что тоже там много есть вопросов по этому поводу. Но не об этом. Давай. Ну, там целью-то был сам этот главный идеолог путинизма Александр Дугин. Поэтому сложный, конечно, вопрос. Ну и все-таки Илья Пономарев, он может быть и провокатор, но не в том отношении, в котором они его имеют в виду. Ну, может А быть. именно провокатор в том смысле, что если там были какие-то попытки что-то изобразить со стороны там чекистов, изобразить, что в России существует вот это полномасштабное сопротивление, типа как операция Трест была в начале 20-х годов. Если он этому поверил и начал это распространять, то в этом смысле он провокатор, а не в том смысле, что он, скажем так, одобряет насильственные методы сопротивления во время войны. Противовес исключительно мирным методам. Ну, согласен с тем, что ты говоришь, опять же, потому что чеченская пословица гласит, войну можно остановить только войной. И в этом, конечно же, да, но мы живем в 21 веке, как ты сказал, и у нас есть рамки, ограниченные международным правом, которые некомбатантов целью выбирать нельзя, даже если это был бы тот самый Дугин. Александр. Но там еще много эпизодов, которые касаются именно дискредитации, попытки дискредитации Украины, которые Россия предпринимает для того, чтобы избежать ответственности и обвинения, признания России спонсором терроризма или самим как государством терроризма. И именно в этом плане Илья Пономарев так искусно подыграл, что получилось, что фактически, он об этом потом говорил Фегину, что Зеленскому нужны не слова, а вот дела. И вот эти дела почему-то вылились в взрыв в какой-то малоизвестной журналистке. Даже если бы они убили Дугина, это тоже особой роли не играло бы. Почему-то не было взрыва какого-нибудь здания Лубянки или офицера ФСБ, которые являются главными. И цель была не показать, как я считаю, это лично мое мнение, не показать, что есть какая-то русская национальная армия, которая борется там с оккупационным путинским режимом, а именно показать террористические методы ведения, запрещенные международным правом. Ну ладно, я сейчас не хочу о Пономареве, я много о нем говорил, у меня есть видео на эту тему, я его прямо обвиняю в провокациях. Ну, если есть что сказать, скажи, и я хотел бы дальше пойти Я просто хочу сказать, теме. что следует различать
военные действия в российско-украинскую войну и, соответственно, военные действия между агрессором России и жертвой Украины, безусловной Мгм. жертвой, потому что это война, которая началась вообще без всякого казус белли. Вот обычно казус белли нужен для того, чтобы началась война. Это просто. Вот Путин захотел, он начал войну. Вот и всё. И вот это нужно различать. И, конечно, в процессе этой войны нельзя каким-то образом отыгрываться, мстить некомбатантам. Но если мы говорим о свержении путинского режима в России, конечной целью, скажем так, любого нормального человека является не только победа Украины, но и уничтожение Путина, неважно, физическое или моральное, какое угодно. Главное, чтобы он а, Влад, я с тобой согласен навечно. полностью. Я понимаю, о чем ты говоришь, я полностью согласен. Но вот этот случай, он как-то не очень влияет и на Путина, и ну, кроме резонанса показать, что вот взрывают девушку, какую-то там журналистку, сам знаешь, как журналисты в мире защищают законы. Поэтому в этом плане я согласен, но немножко некорректно я Ну, скажу, что ты... пусть так, да, пусть так, но в любом случае жалеть о ней я не буду. Договорились, жалеть не Да, будем. конечно. Тогда еще один такой небольшой вопрос. Ты только что сказал российско-украинская война, а про чеченскую ты сказал чеченская. Вот так я вот борюсь, чтобы не называли чеченской, Российско-чеченская, да, да, потому что она как бы российско-чеченская. представляется гражданской. Влад, расскажи вообще, как ситуация у вас обстоит внутри российского сообщества и какие у вас цели, как вы видите развитие событий, которые повлияют и на Россию в первую очередь, конечно же, как только Украина будет иметь более убедительные успехи на фронте. Ну, ты знаешь, я могу только говорить, вот, наверное, про Вильнюс. Ну, Мгм. а, я считаю, ну, во-первых, российское сообщество здесь, ну, я думаю, как и везде, намного менее сплоченно, организовано, дружно, как, скажем, белорусское или украинское. А, Существуют разные позиции, разные отношения. Ну вот последние, допустим, 3 митинга, которые мы проводили, чисто вот организованные вот, российской диаспоры. Это митинг ко Дню независимости Украины, митинг по поводу 21 сентября был Международный день мира. Был митинг заранее объявлен, но в этот день случилась как раз мобилизация, и очень много пришло народу как раз, чтобы выразить свой протест. И третье, вот 70-летие Пуйла. Организовали митинг перед российским посольством, но туда пришло достаточно мало народу. А, Как-то вот, наверное, не в тренд попали, потому что большинство сказало, ну, лучше вот игнорировать эту дату. Хотя на самом деле единственное, для чего мы там собрались, это выразить свой протест вообще существованию этого человека на свете и тому, что он сделал. Предложили провести его в клетке по всем городам Украины, чтобы ему, когда вот война закончится, чтобы ему там высказали все, что о нем думают. Это вот 3 таких митинга. Белорусы и украинцы собираются каждую неделю, вне зависимости от чего бы то ни было. Российской диаспоре нужен какой-то повод для того, чтобы собраться. И не все собираются, потому что есть вот разные мнения. Я и несколько моих друзей, мы ходим и на украинские, и на белорусские митинги. Мы не разделяем. А многие говорят, что вот нужно только о русских, только о России, значит, ну, обычное такое расхожее мнение. Кто-то не может согласиться, что нравится, не нравится, империя развалится, говоря путинскими теми же словами.
ну и так далее. То есть много противоречий, много всяких внутренних разборок, скажем так. Мгм. Ну, Ну, я так военно конкретного плана говорю, не что видишь ты, что вот в случае проигрыша России, а уже военное поражение возможно, уже оно вроде бы осязаемо. в случае проигрыша России, я считаю, мое мнение, что основную роль будут играть люди, которые находятся внутри России. Меньше люди, которые за границей, может быть, в каких-то более близких странах, кто захочет вернуться. Большинство же российской оппозиции в эмиграции, они не хотят возвращаться. Вот белорусы, допустим, они приезжают, они говорят, да, мы вернемся, мы значит, будем строить новую Беларусь, поддерживают этот самый полк Калиновского. Российская миграция, есть Легион Свободы России. Российская миграция не, в основном, ну, какие-то индивидуальные инициативы есть, но в целом не поддерживает этот Легион Свободы России. Они не хотят возвращаться. У них тут квартиры, дома, работа, дети там в школу ходят, они уже вот те, кто там по 10-15 лет. Ну куда? Они не будут возвращаться. Они хотят, чтобы их пригласили на белом коне, Да, чтобы они да. въехали там, в Москву или В куда-то еще на министерское белом кресло коне. причем. Да, да, но никто их не пригласит. Никто их не пригласит. Люди разберутся сами. Я считаю, что э, основную роль будут играть именно те люди, которые остались в России. Мы их не знаем, но они сыграют свою роль. Что там будет после того, как режим сменится, мы тоже не знаем. Это может быть и более жесткий режим, чем Путин. Да, мое мнение, что любой, кто придет вместо Путина, он прекратит российско-украинскую войну, но что будет внутри, мы не знаем. Там может стать значительно жестче, вплоть до того, что мы видим в Туркменистане и Северной Корее. Поэтому я бы даже, у меня не совсем оптимистичный взгляд. Я считаю, что может это вот привести к абсолютному окукливанию, закукливанию вот этой самой обиженной России, и какие там процессы уже будут происходить, это сложно даже предсказать. Ну и вот второй вариант, более оптимистичный, но опять-таки мое мнение, что русская миграция, как бы она ни хорохорилась, извини за выражение, будет играть в этих процессах минимальную роль. Мгм. Но смотри, сценарий, как мы видим, Запад, помогающий Украине, и Украина пытается отбить свою территорию, а Путин и банда ФСБ, они как бы пытаются сейчас, делая из Дугина такого И Ильина, у них два идеолога, Дугин и Ильин. да, ну вот у Дугина дочь погибла, там он такой весь пострадавший, идейный парень, хотя тоже там вопросы, но там есть Гиркин, который тоже там правду говорит, да, его украинцы А очень он на много. фронте. Он все, он уже на фронт Да, пошел. да, я знаю. И есть сценарий такой, который готовит именно банда Путина, банда ФСБ, что вот они сейчас мобилизованных, идеолога Гиркина, идеолога Дугина, они всех их собирают, грозятся атомной бомбой, может быть применяют какой-нибудь там взрыв на атомной электростанции, теракты тут в Европе, мы знаем, что здесь в Европе есть ячейки у них, они могут одновременно начать много что делать. Иран, например, помогает, тоже очень себя дерзко начал вести Иран. Саудовская Аравия тоже как бы начала хамить и чуть ли не их призывать к джихаду. Вот, двоюродный брат, по-моему, был, там, видео я видел этого их принца саудовского, который сказал, что мы чуть ли нам не указывайте, мы можем объявить джихад там и так далее, и так далее. Ну и одновременно дружат с Путиным. Короче говоря, Путин и банда ФСБ пытаются что-то предпринять, и может быть развиться такой сценарий, что Путина могут подвинуть,
как бы и сказать, что вот пришли более радикальные, чем Путин, или же, ну, как вариант, я говорю. В этом случае, куда будет развиваться событие? Может ли вообще Россия победить Украину? Может ли она одолеть весь мир и как-то ну, вот, запугать трупами, своими трупами, как они это делали раньше, просто привести людей в ужас, завалив просто своими трупами? Трупами они сами себя прежде всего завалят. Но вот еще в апреле месяце мы с Ольгой Смирновой, которая сейчас по-прежнему в тюрьме находится, обсуждали вопрос, какой же порог, какой же болевой порог для России, для того, чтобы люди наконец-то начали сопротивляться в массовом порядке и понимать, что происходит что-то не то. Мы пришли к выводу около 30 миллионов. Вот 30 миллионов должно погибнуть россиян для того, чтобы до них начало доходить. Ужас, просто Вот к ужас. такому выводу мы пришли. Почему именно 30 Сейчас 100 миллионов? тысяч этого мало. Что ты говоришь? Почему именно 30 миллионов? 30 миллионов, вот 140 миллионов населения, вот где-то около четверти. Четверть населения. Мгм. Ну, по некоторым Когда данным, четверти 90 населения не будет, миллионов всего россиян. Но это большие цифры, ты говоришь. Неужели так все плохо? мне кажется, что да. Потому что даже во время российско-чеченской войны было, было вот это движение матерей, которые Было. ездили, значит, выходили к военкоматам и так далее. Было понимание, что не нужна эта война, та война. Сейчас, сейчас они бегают от этих повесток и протестуют не из-за войны против Украины, не из-за того, что идет мобилизация, а из-за того, что там нужно за свои деньги покупать обмундирование. Какие-то не то, что нарушена сама мобилизация в отсутствии объявленной войны нарушает их право на жизнь. Вот меньшинство, да, вот очень глубокое меньшинство это понимает. А большинство, вот, да, защищать Родину против укронацистов. И как можно защищать Родину в агрессивной войне в другой стране, до них не доходит. А Если почему хотя так, бы Влад? Что, пропаганда разве так повлияла? Еще 20 лет назад, 25 лет назад матери ездили по фронтам, по чеченским командирам, искали своих сыновей, несмотря на то, что могли и эти, и свои, и наши убить. А тут они не ездят. Почему? Что с ними стало, с этими матерями? я не знаю, что с ними сталось. Вот Пропаганда? откровенно. Я был уверен, что если начнется вот это полномасштабное вторжение, эта война, и люди увидят, что как бомбят города, как уничтожаются просто так люди с теми же самыми фамилиями, именами, говорящими на том же самом языке. И как-то люди это будет какое-то массовое движение, вот, съели, схавали. И они, возможно, пропаганда, возможно, что-то еще. Может, особая ненависть к украинцам? Ну, как? Я могу это сравнить только с массовым психозом, вот, тем же самым, что происходило в гитлеровской Германии. Я не знаю, я рассчитывал на более, так сказать, на другие реакции. Я не понимаю этих людей, я не знаю, что у них за душой, я с ними не общался. Ну, с другой стороны, я с ними и не общался, я общался в основном в своем узком кругу, но даже в нашем узком кругу, среди тех, кто остался там, вот где-то вот летом, в июле, я не буду называть, кто там конкретно, были такие настроения. Вот
ВСУ же, они же тоже что-то там совершают, какие-то преступления. Особенно, кстати, в связи с этим докладом Amnesty International. Ну да, вот может быть, Украина тоже в чем-то виновата. Ни в чем Украина не виновата. Сейчас эти настроения как-то проходят, но вот тоже выражали сомнения. Я просто не могу понять, почему это так сложно увидеть, что если ты напал на кого-то, то ты не прав. Они говорят, что Украина могла бы напасть на следующий же день. Ну это же бред. Ну, совершенно верно. Про Ичкерию говорили то же самое, что мы вот-вот нападем, что мы сейчас всю Россию захватим и так далее. Да, все повторяется. Да. Поэтому честно говоря, я думал лучше о российском народе, чем вот то, что происходит сейчас. Даже вот смотри, вот есть такой канал, телеграм-канал «Питер против мобилизации». Значит, там, ну, они не только собственный контент публикуют, они и из других каналов берут. Опубликовали вот этот вот ролик из других каналов, где-то взяли, где женщина узнает в автобусе или троллейбусе, что у нее сын погиб, и начинает обвинять Украину во всем. И везде, во всех каналах написано, что вместо того, чтобы обвинять Путина, женщина обвиняет Украину. Они напечатали, они перерепостили этот ролик с подписью вот очень эмоциональная реакция у женщины. Все. То есть у меня какой вывод из этого? Что даже те, кто выступает против мобилизации, кто ведет соответствующий канал, они тоже не понимают, что в убийстве этих детей, ее сына, виноват Путин и Российская Федерация, начавшая войну, никак не Украина. Поэтому, я уже почти 6 месяцев вне Российской Федерации, мне сложно судить, что там происходит на конкретном уровне. Но что там будет, посмотрим. Ну, я говорю, у меня есть два прогноза, более оптимистический и более пессимистический. О них я уже сказал. Ясно, ясно. Ну, короче, ничего радостного сегодня мы с тобой не обсудили, кроме признания Чеченской Республики Ичкерия. И нас ждут тяжелые времена. И я тоже так подумаю. В любом случае, Украина победит в любом случае. А вот что там произойдет внутри России, как это все, это уже намного более сложно. Я могу только одно сказать. Вот я еще вспомнил. Когда Путина было это обнуление, когда мы выходили на протесты против поправок в Конституции, 12 марта 2020 года мы выходили к законодательному собранию Санкт-Петербурга, и к нам ватница одна подошла, ко мне подошла, говорит: а чего, вы против обнуления? Вы же прекрасно знаете, что ничего этого не будет, что это просто так, для галочки, фикция, что в 2024 году никуда он не пойдет. И я все больше прихожу к выводу, что она-то была права. Мы-то все говорили, что до 1936 года собирается. А вот в этом случае, осталось 1,5 года посмотреть, но мне кажется, что в этом случае вот эта вот ватница кажется правой. Что, он не пойдет, Путин? Да. Пойдет, мне кажется. Скорее всего, у него уже не будет возможности так или иначе. Вот это оптимистический взгляд на вещи, которые подсказала ватница из 2020 года. Посмотрим. Конечно же, у меня немножко по-другому видение этого всего. Я думаю, Путин может определенное время закрыться, выдвинуть каких-нибудь Дугина, Гиркиных вперед,
уже, чтобы они занимались войной, он закроется в Москве или где-нибудь у себя в бункере, обложится атомными оружиями, Росгвардией, кадыровцами, пригожинцами и так далее, и будет управлять Россией по мере возможностей. Она где-то там будет пылать, он где-то будет туда отсылать своих опричников, проводить разные спецмероприятия. Украину, конечно, придется покинуть. Кавказ и Чеченскую республику, в частности, в первую очередь, ее придется тоже покинуть. Но вот так я это вижу. Это может продлиться годами просто. Вот это состояние. Посмотрим. Это не в характере Путина. Это такой человек, который не может отдать контроль. Ну как он отдаст хоть какой-то Ну, когда не контроль? спрашивают, то вынужденно отдает. Что ты говоришь? Когда его не спрашивают, его же никто не будет спрашивать. Ну, это другое. Контроль над Харьковом или Харьковской областью вынужден был отдать. Отдал. Нет, контроль над вот этой самой своей системой. Не над тем, что он не в состоянии контролировать. Ну. Там может быть вариант, что его, как вот этого Салазара в Португалии, когда он сошел с ума, его же изолировали и печатали для него единственный экземпляр газеты, где все происходило под его контролем, он там выступал, речи произносил, но на самом деле он ничего не контролировал. Вот такой вариант возможен. Путина закроют где-то, и он будет президентом только сам для себя. Но в конце концов, при оптимистическом варианте, да даже, ну не знаю, как при пессимистическом, но при оптимистическом варианте им придется его выдать Международному трибуналу, а не держать там вечно в бункере закрытым. Ну, как Слободана Милошевича. Ну да. Ага. Ну, будем надеяться, Влад. Спасибо, Влад. Если есть что сказать чеченцам с этим знаменательным событием, если есть что сказать россиянам, меня россияне тоже смотрят, хоть и запрещен канал на территории России, ну и украинцам, и всем остальным, если есть пожелания, и на этом давай закончим. Начну, что для украинцам это Украина победит, я верю в обязательную победу Украины. Слава Украине! Героям слава! Чеченцев я поздравляю с тем, что наконец-то кем-то было признано то, что был совершен геноцид над чеченским народом, и то, что чеченский народ является оккупированной нацией. Призываю не сдаваться, не подчиняться кадыровщине. Те чеченцы, которые находятся в Украине, продолжать свою борьбу за свободу Украины, за свободу всех нас. Ну и россиянам. Дуже дякую. Дякую вас. И для россиян хочу сказать, что хватит верить Путину, хватит верить предрассудкам, хватит верить в то, что кто-то хочет вас захватить. Народы России будут свободными. Свободу всем. И я надеюсь, что мы все-таки доживем до лучших времен для всех нас. Дай Бог. Спасибо тебе, спасибо. На этом я свой стрим останавливаю. Спасибо, Влад, за теплые слова. Всего хорошего. Пожалуйста, до свидания.